Слово предоставляется представителю Государственной налоговой службы при Министерстве финансов. Я хотел бы знать, кто будет основным докладчиком. Ваша фамилия Дюрсунбеков Саламату Дюрсунбекович. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Приветствую, уважаемые судьи. Мы также направляли официальную позицию в адрес Конституционного суда. Хочу также остановиться на основных моментах. Если говорить об общей позиции, Государственная налоговая служба в корне не согласна с доводами обращающейся стороны, и в ходе своего выступления мы постараемся обосновать свою позицию. Мы бы хотели выстроить свою позицию, исходя из 4 частей. Первая – это нормативная часть. Нормативной части, как ранее отметили представители ответчика, а также постоянный представитель Кабинета министров, мы также считаем, что никаких противоречий не имеется, поскольку 29 статья и 63 статья Конституции Кыргызской Республики, на которые ссылается обращающаяся сторона, обе эти статьи указывают, что не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации и персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законом. И с этой стороны нам необходимо отметить, что не только один вид нашего законодательства предполагает такие случаи, то есть не только налоговый кодекс, но и само банковское законодательство это предполагает, чему свидетельствует статья 67 закона о банках и банковской деятельности, а также статья 146 налогового кодекса Кыргызской Республики. По второй части мы хотели, по второму моменту нашего выступления мы хотели бы отметить о защите персональных данных, поскольку обращающая сторона по большей части говорит о необходимости защиты персональных данных, банковская тайна. Мы хотели бы отметить следующее. Во-первых, налоговый кодекс, обладая более высокой юридической силой, чем закон о банковской деятельности, также содержит норму, которая защищает все сведения, поступающие в налоговые органы. Это статья 64, которая именуется «Налоговая тайна». И здесь особо хотел бы отметить следующий момент. Законодатель при принятии налогового кодекса мог определить лишь перечень информации и указать, что именно этот перечень будет составлять налоговую тайну. Но мы считаем, что законодатель в целях защиты прав наших налогоплательщиков изложил структуру наоборот. То есть 64 статья на сегодняшний день гласит, что вся информация, которая поступает в органы налоговой службы, вне зависимости откуда, от самих налогоплательщиков, от других государственных органов или банков, вся информация составляет налоговую тайну, и имеется небольшой исчерпывающий перечень, который не составляет налоговую тайну. Там ИНН, наименование и так далее, но речь о банковской деятельности налогоплательщика не идет. Далее. То есть органы налоговой службы, получив откуда-то информацию, мы сразу воспринимаем его как уже налоговую тайну и защищаем его в рамках закона. Эти данные, составляющие налоговую тайну, защищаются не только налоговым кодексом, но и другими видами нашего законодательства. Если быть точнее, закон Кыргызской Республики о государственной гражданской муниципальной службе содержит норму о том, что разглашение охраняемой законом тайны влечет прекращение службы по инициативе работодателя. Все должностные лица органов налоговой службы являются государственными гражданскими служащими и в своей деятельности руководствуются данным законом тоже. И в случае разглашения, незаконного разглашения сведений, составляющих налоговую тайну, это влечет, во-первых, освобождение от занимаемой должности.
Далее, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, а именно статья 228 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, содержит уже уголовную ответственность за разглашение охраняемого законом тайну, в том числе и налоговую тайну. По вопросу защиты персональных данных хочу отметить еще один момент. Поскольку мы получаем данные массивами, в основном у других государственных органов, сейчас вся информация, которую мы получаем, она хранится в наших информационных системах. Информационная система заложена так, чтобы доступ выдается по ролям. Соответственно, мы утвердили в свое время внутренний локальный акт, регламент предоставления доступа к информационным системам. На сегодняшний день у нас в структуре функционирует управление цифровой трансформации, которое предоставляет эти доступы. При этом до предоставления доступа к какой-либо информационной системе определенному должностному лицу, данное структурное подразделение направляет запрос профильному управлению. Можно ли предоставить доступ к данной системе данному должностному лицу? И профильное управление, рассмотрев компетенцию этого должностного лица, предоставляет заключение о возможности или невозможности предоставления доступа. Таким образом, хочу отметить, что данные, которые поступают в органы налоговой службы, защищаются в полной мере и не только с одной стороны, а уже с нескольких точек зрения, с точки зрения закона о госслужбе, с точки зрения Уголовного кодекса и так далее. Третий момент, который мы хотели отметить, это практика применения данной статьи, 146 статьи. Во-первых, подпункт А части 1 статьи 146 гласит, что банки на основе запроса предоставляют информацию об открытии, закрытии, наличии счетов налогоплательщиков. Здесь, как было верно отмечено, данный подпункт не разделяет налогоплательщиков по статусам. У нас есть несколько статусов налогоплательщиков. Это физические лица, индивидуальные предприниматели, организации и физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. Данный подпункт не разделяет по статусам, но постоянный представитель Кабинета министров уже ответил на этот вопрос. То есть данная статья 146 содержит норму о том, если нам необходима информация об операциях, проведенных физическим лицом, то мы должны обратиться в суд. Для того, чтобы обратиться в суд мы должны обладать сведениями, о каком счете идет речь. Для этого данный пункт существует. Подпункт Б. Здесь говорится, что банки предоставляют информацию об операциях, проводимых на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей. То есть здесь субъектный состав — это организации, индивидуальные предприниматели, то есть субъекты, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Необходимо отметить, что ежегодно нами, на постоянной основе с нашей стороны проводятся контрольные мероприятия, но, к сожалению, мы охватываем лишь совсем малую часть субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Эта цифра не достигает даже 3%. То есть от всего имеющегося числа налогоплательщиков мы проверяем не больше 3%. Почему? На это есть несколько объяснений. Во-первых, просто у нас не хватит ресурсов, чтобы охватить все налогоплательщики. Поэтому и в налоговом кодексе установлено иной срок исковой давности, нежели это предусмотрено гражданским законодательством. То есть согласно подпункту Б мы запрашиваем информацию
не обо всех индивидуальных предпринимателях и организациях, а только в отношении кого проводится проверка в настоящий момент. Уважаемые судьи, у нас в практике встречались случаи, когда случаи недобросовестности наших налогоплательщиков. Речь идет именно о недобросовестных налогоплательщиках. Если смотреть с самого начала, налогоплательщик изначально априори должен нам предоставить информацию о своих счетах. То есть он должен задекларировать свои счета. Но, как показывает практика, отдельные недобросовестные налогоплательщики не выполняют данное обязательство. Они могут продекларировать отдельные счета, но сами могут осуществлять деятельность уже другими счетами. И бывали случаи, когда такие ситуации выявлялись уже в ходе следственных мероприятий со стороны правоохранительных органов Кыргызской Республики. И часть вторая. Информация о совершенных платежах. В настоящее время, уважаемые судьи, практически во всех сферах торговли или предоставления услуг очень широко применяются банковские карты или электронные кошельки для приема платежей. При этом у нас есть контрольные мероприятия, согласно которому мы можем осуществить контроль и увидеть денежные средства, которые находятся у них на кассе. Это осуществляется посредством рейдового налогового контроля. Но при этом те платежи, которые они получают посредством банковских карт и электронных кошельков, остаются для нас неизвестными. Уважаемые судьи, это, наверное, больше не официальная информация, а более практическая. Сейчас практически каждый магазин, который функционирует у нас в стране, в принципе, уже содержит QR-платеж через такие электронные кошельки, как М-банк, О-деньги и так далее. То есть нам важно видеть платежи, которые совершаются посредством данных платежных систем. При этом в настоящее время, как ранее было отмечено, порядок взаимодействия, установленный данной статьей, был принят Кабинетом министров в этом году, в июле месяце 2024 года. В настоящее время мы находимся на стадии разработки информационных систем. Данный порядок предусматривает, что для реализации части 2 статьи 146 Налогового кодекса банки обязаны присоединиться к информационной системе, то есть зарегистрироваться в информационной системе уполномоченного налогового органа. Мы сейчас делаем эту систему. То есть после разработки и тестирования этой системы начнет действовать данная норма. Мы сейчас поставили техническую задачу таким образом, чтобы информационная система сама проанализировала и давала должностному лицу органа налоговой службы только те субъекты, которые подвержены риску. То есть мы сами понимаем, что совершаемые платежи посредством банковских карт и электронных кошельков – это очень большой массив данных. Естественно, человек физически не способен проанализировать такой объем данных, поэтому это дело мы предоставляем информационной системе. И в конечном итоге поступившая информация будет анализироваться информационной системой, которая по итогу выведет рискованные субъекты, в отношении которых мы будем проводить дальнейшие контрольные мероприятия. К примеру, если просто граждане, которые не занимаются, граждане, физические лица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, они тоже часто пользуются этими банковскими картами, электронными кошельками. Но мы, исходя из той логики, что если
на один электронный кошелек или на одну банковскую карту с разных физических или юридических лиц поступают на постоянной основе денежные средства, мы укажем это как степень риска. То есть имеется риск по данному, по данной банковской карте или по данному электронному кошельку. Возможно, вероятно, данный субъект применяет электронный кошелек, который зарегистрирован на физическое лицо в предпринимательских целях. Так. И еще один момент, уважаемые судьи, хотел бы отметить о международном опыте. При направлении нашей официальной позиции мы указали несколько стран, где органы налоговой службы имеют доступ к банковской тайне. Это Соединенные Штаты Америки, это европейские страны. И еще один момент. У нас мы направили в нашей официальной позиции информации о международной организации, которая называется Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. Мы сейчас не являемся членом данной международной организации, но дело в том, что многие уже развитые страны, на сегодняшний день 38 стран, являются членами данной международной организации. И данная международная организация в 2014 году разработала новый стандарт соглашений об избежании двойного налогообложения. То есть, почему я хочу отметить о данной организации. Даже если мы не являемся членом данной организации, наши партнеры, другие страны, они уже являются членами данной организации. И согласно этим стандартам, при заключении соглашения об избежании двойного налогообложения страны не могут отказывать друг другу в предоставлении сведений только из-за того, что данные сведения находятся не у компетентного органа, допустим, у банка. То есть при ведении переговоров путем видеоконференц-связи с нашими германскими коллегами, допустим, они были удивлены, что в нашей стране мы в полной мере не имеем доступа к банковской тайне. У них это уже давно выработанная позиция, оказывается. И таким образом, многие наши соглашения об избежании двойного налогообложения, они были заключены в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. Многие из них уже подлежат как бы перезаключению, да, с учетом новых реалий. И вот страны, которые разрабатывают новые проекты, или же те страны, с которыми у нас отсутствует такое соглашение, и которые одновременно являются членами этой организации ОЭСР, они говорят, что со стороны ОЭСР установлен общий стандарт, и согласно которым мы должны обмениваться информацией о банковской тайне. Ну, в целом у меня все.